Дорогой ребенок, я знаю, что где-то в мире у тебя есть мечты, которые нужно исполнить, о которых ты тихо сидишь, думаешь и к которым прислушиваешься каждый день. Сегодня я собираюсь дать тебе силу для осуществления этих мечтаний. Эта сила может быть в любой форме, будь то финансовая, ментальная или физическая. Будьте внимательны сегодня, даже если вам не нравятся мои послания. Но как только вы их прослушаете, вы почувствуете, какую силу вы получите, не думая ни о чем, не обращая внимания на все проблемы в мире. Просто продолжайте слушать это послание внимательно, с чистым сердцем, и одно из ваших великих желаний исполнится. Я Бог, и я люблю вас. Это так просто. Быть с вами и помогать вам – вот чего я хочу. Я хочу помочь вам жить жизнью, наполненной любовью и дружбой. Вы можете иметь все это в изобилии, если позволите мне помочь вам. Бог говорит вам сегодня, что я дал вам все, что имеет значение в этом мире, вашу семью, ваших друзей, ваши деньги и даже ваше здоровье. Но самое главное – это любовь Бога к тебе. Ты – мое любимое дитя, ты – мой дар, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Напишите сейчас в комментариях свою фамилию и отдайте ее Богу. Познать меня через мое слово и через моего Сына Иисуса Христа – вот чего я желаю тебе. Теперь я прошу вас поверить мне, когда я говорю, что Бог любит вас. Библия говорит, что мы должны верить в Евангелие, если хотим быть спасены. Это правда, потому что Иисус умер на кресте за наши грехи, чтобы мы могли быть прощены Богом и навсегда приняты как Его дети. Но если мы не примем эту истину сердцем, то никогда не обретем вечную жизнь и не попадем на небеса после смерти. Моя любовь к вам не зависит от того, согласны ли вы со мной или нет, устраивают ли вас мои решения. Моя любовь к вам основывается не на вашей эффективности как личности, а на вашем потенциале как человека, способного изменить этот мир к лучшему. Если вы верите в Бога, вы стоите больше, чем что-либо другое в этом мире. Ценность определяется не поступками или чертами характера, а скорее потенциалом и способностью творить добро. У вас есть предназначение здесь, на земле, и это предназначение больше, чем кто-либо другой может себе представить. Напечатайте «Я верю», если это так. Я очень любил тебя, я по-прежнему люблю тебя больше, чем когда-либо, и я буду продолжать любить тебя, даже когда мы не будем вместе. Я знаю, что из-за моего отсутствия тебе приходится нелегко, но знай, что я всегда с тобой душой, и мое присутствие важнее всего на свете. Оставьте свой лайк на видео, если вы оценили мои слова. Я хочу, чтобы вы знали, когда я буду с вами, вам и окружающим вас людям будет легче. Вы будете сильнее ощущать мое присутствие, и это поможет направлять ваши решения на благо мне и другим. Когда кто-то обижает или разочаровывает меня, я хочу, чтобы он знал, что в его сердце есть безопасное место для него. Там я тоже могу быть рядом с ними. Когда кто-то любит вас безусловно, независимо от того, что происходит в вашей жизни, значит, он действительно любим Богом. Бог говорит, что ты не одинок, дитя мое. Я всегда рядом с тобой. Тебе не нужно встречать мир в одиночестве.
Я с тобой и хочу помочь тебе во всем, что ты делаешь. Ваша жизнь важна, и важно понять, что Иисус – ваш Спаситель и Господь. Он пришел в этот мир, чтобы умереть за ваши грехи, чтобы вы могли вечно жить с Ним на небесах. Наберите одну и знайте, что вы уникальны в Божьем творении. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог ваших отцов, и я Бог не мертвых, а живых. Я возлюбил их вечной любовью, я привлек их неизменной добротой. Я создал все, что существует. Мое творение не имеет ни начала, ни конца. Я тот, кто создал все сущее. О моем творении нельзя сказать ничего, кроме того, что оно существует. В вашей жизни есть вещи, которые несовершенны, но есть и вещи, которые совершенны. Несовершенные вещи могут вызывать у вас гнев, расстройство или печаль, но они не делают вас несовершенным. Они просто дают вам повод поработать над собой, чтобы стать более совершенным. Совершенные вещи в вашей жизни не делают вас несовершенными. Они делают вас счастливыми. Главное – сосредоточиться на этих вещах и позволить им наполнить ваше сердце радостью и счастьем. Я хочу, чтобы вы доверяли мне и моей воле в отношении вашей жизни. Поверьте, что у меня есть план для вашей жизни, и этот план включает в себя ваши чувства и эмоции. Я хочу, чтобы вы поняли, как справляться со своими чувствами, чтобы они не стали непреодолимыми. Я хочу, чтобы вы научились общаться с другими людьми так, чтобы они слышали ваши слова и реагировали на них так, чтобы это было полезно для вас обоих. Для этого нужно не только говорить, но и слушать, так как иногда другой человек не может ясно выразить свои чувства или даже не понимает, что он имеет в виду, когда говорит или делает. Я хочу, чтобы вы научились прощать себя не только тогда, когда все идет не по плану, но и тогда, когда все идет правильно. Другими словами, когда жизнь складывается не совсем так, как мы думали. Напечатайте «Я сдаюсь» и отдайте все в руки Божьи. Бог говорит вам, что я люблю вас. Я хочу, чтобы вы это знали, и хочу, чтобы вы были счастливы, и чтобы ваша жизнь была полна радости. Вас любят, вами дорожат безмерно. Бог, твоя семья, твои друзья и все те, кто тебя любит, это нормально, чувствовать страх перед неудачей. Это нормально чувствовать неуверенность в будущем, но наступит день, когда вы с сожалением оглянетесь на этот момент и пожалеете, что не сделали другой выбор. Дорога впереди может быть полна поворотов и изгибов, но на ней есть люди, которым вы не безразличны, которые заботятся о вас и поддерживают вас на этом пути. Будут люди, которые любят вас, заботятся о вас, беспокоятся о вас, оплакивают вашу потерю, когда она произойдет, и помогут сохранить память о вашей загробной жизни. Бог любит вас больше, чем кто-либо другой в мире. Он хочет показать это, послав своего Сына, Иисуса Христа, на крестную смерть за ваши грехи. За это Он простит и очистит вас вновь. Остается только поверить в Него и попросить Его простить вас. Просто поверьте в Меня, и я прощу ваши грехи. Я хочу поблагодарить вас за то, как вы живете и какой пример подаете другим. Вы не идеальны,
но я знаю, как это трудно. Быть идеальным очень трудно, поэтому я так люблю тебя. Может быть, ты не всегда это осознаешь, но я каждый день слежу за твоей жизнью, даже когда ты меня не видишь и не слышишь. И когда в твоей жизни не все гладко, я тоже рядом, чтобы помочь все исправить. Когда случится что-то плохое, я буду рядом, чтобы держать тебя за руку и облегчить боль и страдания, которые приходят с этим. Если я могу что-то сделать для того, чтобы твоя жизнь стала лучше, просто попроси меня. Дитя мое, я не прошу тебя сделать что-то выдающееся. Я дарю тебе свою любовь. Люби меня, и я буду любить тебя. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Сделай это, и будешь счастлив. Возможно, в прошлом вы испытывали трудности, но Бог был с вами с начала времен. С самого начала времен Он обещал быть с вами на каждом шагу. Он никогда не оставит вас в одиночестве и не позволит никому встать между Его народом и вашими отношениями с Ним. Он не оставит вас в покое, потому что любит вас без всяких условий и имеет план для вашей жизни, который превосходит все на свете. Наберите 23 сейчас и знайте, что Бог ходит с вами. Есть две вещи, которые вы должны делать, и только две. Вы должны любить Бога и ближнего своего, как самого себя. Если вы будете делать эти две вещи, то у вас будет хорошая жизнь, и после смерти вы попадете на небо. Ближний – это тот, кому Бог дал дар веры в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Любовь Бога настолько велика, что Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа, чтобы мы могли спастись от греха и навсегда соединиться с Ним на небесах. Он умер на кресте за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение и вечно жить с Ним на небесах. Когда вы находитесь в центре бури, трудно увидеть свет в конце туннеля. Невозможно понять, как пройти через это и как снова подняться на ноги. Но когда вы оглядываетесь назад и вспоминаете, что было до бури, когда все было проще и спокойнее, вы понимаете, что те времена были точно такими же. Выхода не было, впереди была только тьма. И вот почему. Бог благословил меня многими благословениями в моей жизни, и до сих пор Он всегда был верен своему слову. Он всегда выполнял свои обещания, Он дал мне много даров, которые другие у меня отняли, но Он всегда отплачивал мне любовью и милосердием. Когда я вспоминаю все это о Нем, когда я оглядываюсь назад, на весь мой опыт общения с Ним, все снова начинает проясняться. Мне жаль, что я так поступил с тобой, я сожалею о том, что сделал, и в следующий раз буду поступать лучше. Я тот, кто приносит солнечный свет в вашу жизнь. И даже когда вам кажется, что я ушел, я все равно рядом, чтобы подарить вам радость и счастье жизни. Вот почему я говорю вам, друзья мои, живите так, чтобы угодить Богу. Ибо если вы это сделаете, то станете моими настоящими друзьями, а я буду вашим Богом. Возлюбленные дети, в своей воле я дал вам свободу, я дал вам право выбора, и я сказал вам, что правильно, а что нет. Но я также разрешаю вам совершать ошибки в этом мире, потому что если бы не было ошибок, то не было бы обучения и роста, а без роста и обучения не было бы жизни.
Вы должны учиться на своих ошибках и расти на них, чтобы, когда придет время делать следующий выбор, сделать его лучше, чем предыдущий. Я хочу, чтобы ты знал, что бы ты ни делал, я буду с тобой и никогда тебя не оставлю. Я буду с вами и никогда не оставлю вас. Я слышал твои молитвы и видел слезы в твоих глазах. Вы – дитя Божье, и Он очень любит вас. Если бы я мог дать тебе все, но я могу дать тебе только одно – мое присутствие. Не бойся того, что могут сказать о тебе люди, и я проведу тебя через эту жизнь. Войдите в 91-й год и ходите под сенью моих крыльев. Любовь Бога к нам безусловна. Он любит нас не потому, что мы хорошие, а потому, что Он хороший. Он любит нас потому, что мы принадлежим Ему, а не потому, что мы заслужили это или сделали что-то, чтобы заслужить это. Я всегда любил тебя, моя любовь к тебе безусловна, бесконечна и вечна. Ваша жизнь не ваша, она принадлежит мне, и я доверил ее вам, чтобы вы заботились о ней и защищали ее. У вас есть миссия, цель в жизни, которую может исполнить только Бог, и явить свою любовь к вам, дав вам новое сердце, новое мышление и новые желания. Он хочет изменить ваше представление о себе, чтобы вы поверили, что Он любит вас так сильно, как говорит. Он хочет дать вам желание вашего сердца, чтобы вашей целью в жизни было угодить Ему, а не себе или кому-то еще. Божий план для вашей жизни не включает в себя грех или непослушание, но Он включает в себя послушание и верность с вашей стороны, чтобы Он мог получить славу от дела своих рук. Цель всего сущего – работать во благо. Я люблю вас и хочу дать вам все, что для вас полезно. Я хочу помочь вам расти так, как я знаю, что это лучше всего. Я избрал тебя частью своей семьи, как избрал все творения. Мои дети будут твоими братьями и сестрами, и они будут помогать друг другу, как только смогут. Они не всегда будут соглашаться со мной, но они должны уметь работать вместе как одна семья. Ты мой ребенок, и я очень горжусь тем, что ты сделал до сих пор. Ты не просто выживешь, ты будешь процветать. И поэтому я хочу дать тебе все ресурсы, необходимые для достижения успеха в жизни. Я могу дать вам весь мир, а могу дать вам себя. Но если вы выберете меня, вы должны быть готовы исполнить мою волю, а это значит отказаться от собственных желаний и следовать за мной. Наберите «Я хочу быть с Богом» и отдыхайте со мной вечно. Я никогда не оставлю вас. Я всегда буду с тобой, даже если ты не хочешь, чтобы я был рядом. Я люблю вас так сильно, что хочу помочь вам найти выход из этого кризиса и восстановить ваши отношения с собой и другими. У вас всегда будут моменты сомнений, даже после крещения. Вы все еще будете сомневаться, когда пойдете в церковь и увидите повсюду грех. Вы будете бояться, что Господь любит вас меньше, потому что вы несовершенны. Но в эти минуты сомнений Бог говорит вам: «Я уже простил тебе все твои грехи. Я жду, когда ты вернешься ко мне». А затем Он дает вам понять, что любит вас больше, чем вы можете себе представить или заслужить. Я не хочу, чтобы ты был похож на других.
Я хочу, чтобы ты был самым лучшим. Я хочу, чтобы у тебя были глубокие и значимые личные отношения со мной. Я хочу, чтобы вы вспомнили время, когда вы чувствовали себя наиболее сильным и уверенным. Может быть, это было в старших классах школы или колледжа, а может быть, в юности. Я хочу, чтобы вы вспомнили, как это было здорово иметь смысл своей жизни. Я хочу, чтобы сегодня вы снова почувствовали эту радость. Я не призываю к легкой жизни, но не позволяйте ничему стоять на вашем пути к счастью и успеху. Если вы получаете благословение, вы имеете право на мир и покой в душе, теле и уме. Вы имеете право не испытывать страха, тревоги, стресса и беспокойства. Вы имеете право прожить жизнь с достоинством и честью, как человек, способный принимать собственные решения, не подвергаясь чрезмерному влиянию других людей, которые хотят, чтобы вы поступали вопреки своей воле или здравому смыслу. Я знаю, что Бог всегда добр, но я также знаю, что не все вокруг меня всегда ведут себя хорошо по отношению ко мне. Поэтому всем нам иногда нужна помощь, когда мы чувствуем, что дела у нас идут не очень хорошо, особенно когда кто-то пытается воспользоваться тем, чего, как он знает, делать не следует, потому что он тоже слишком сильно нас любит. Ты тот, кто был избран мной еще до сотворения мира. Я люблю тебя с начала времен и никогда тебя не оставлю. Я всегда рядом с тобой и никогда не оставлю тебя. Напиши 777, если ты веришь в меня, дитя. Сейчас в вашей жизни наступил момент, когда вы можете сделать выбор в пользу счастья. Сейчас вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы можете сделать выбор в пользу здоровья. Сейчас вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы можете сделать выбор в пользу успеха. Вы находитесь в той точке своей жизни, где вы можете сделать выбор в пользу богатства. Я пришел, чтобы дать вам надежду на то, что все ваши мечты могут осуществиться. Я пришел, чтобы дать вам веру в то, что все возможно для тех, кто верит. Я уничтожу зло из вашей жизни и жизни людей в вашей семье, как Бог уничтожил все, что было создано лукавым. Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух, и удалю из вас сердце каменное, и дам вам сердце плотяное и вложу в вас дух мой, так что люди, знающие меня, увидят это, потому что они узнали меня, и они узнают, что я в Отце, и они во мне, Отец, и они во мне, потому что Отец послал меня. Я открою вам маленький секрет, вы можете доверять мне во всем. Бог больше, чем любая проблема, с которой мы сталкиваемся, но Он также бесконечно лучше нас умеет их решать. Он знает, как исправить ситуацию, даже если она не имеет смысла. У Бога есть план для вашей жизни, и Он не включает в себя причинение вам вреда миром или самим собой. Его цель – прославить Его имя, воздавая славу Божьему имени своим послушанием и верностью. И если вы ищете что-то, что действительно тяжело для Бога, посмотрите дальше креста Иисуса Христа. Бог создал вас для определенной цели, и эта цель – вечная жизнь в Нем и через Него. Напечатайте «Я верю». Я родился в небольшом городке и вырос в деревне. В молодости я работал в сельском хозяйстве, а затем женился на замечательной женщине.
У нас родилось 2 детей, которые уже выросли и имеют свои собственные семьи. Помните, что вы не ваше тело, вы не ваш разум, вы не ваши эмоции, вы не ваши мысли, вы не ваши чувства, вы даже не тот человек, которым вы себя считаете. Бог говорит вам, что ваша вера сильна и что Он хочет, чтобы вы знали, что вы не одиноки, так как в мире есть много людей, страдающих от депрессии и тревоги. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он понимает вашу боль и никогда не оставит вас, не покинет вашу сторону. Он отвечает за вашу жизнь. У Него есть план для вас, и Он выбрал для вас наилучший путь, чтобы вы преуспели в жизни. Напечатайте «Амон», если получите это сообщение. Бог хочет, чтобы вы делали то, что лучше для вашей собственной жизни. Не заботьтесь о жизни других людей. Наберите прямо сейчас 222 и почувствуйте, как Божья энергия преобразует вас. Когда вы думаете о том, как помочь кому-то другому, помните, что Бог всегда контролирует и отвечает за вашу жизнь и может оказать вам необходимую помощь. Но когда дело доходит до принятия решений относительно себя, это зависит от самого Бога. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, даже если многое в твоей жизни не имеет смысла. Я обещаю, что буду с вами на каждом шагу. Я научу тебя, как жить и как любить. Знайте, что этот мир не так плох, как кажется. Бог может использовать все в жизни во благо. Хотя сейчас может показаться, что это не так, есть надежда на завтрашний день. Бог говорит мне, что любит меня и хочет, чтобы я был счастлив, даже когда все не так просто. Он говорит мне, что есть много вещей, которые мы можем делать вместе, всей семьей, чтобы быть более радостными и спокойными. Помните, что вы не такие, какими себя считаете. Вы – Божье дитя, но вы были созданы для какой-то цели. Бог знает ваши нужды еще до того, как вы о них узнаете. Он знает, что нужно сделать для того, чтобы вы могли исполнить свое предназначение на земле. Бог хочет, чтобы вы доверили Ему свою жизнь и позволили Его воле исполниться в вашей жизни. Он хочет, чтобы вы отказались от всякого контроля над своей жизнью и позволили Ему руководить всем в вашей жизни. Напечатайте «Я доверяю» и отдайте все Богу. Ваша задача – слушать, доверять, слушаться и позволять Ему направлять вас на каждом шагу. Я с вами, я здесь для вас и всегда буду рядом с вами. Я люблю, благословляю и лелею вас. Вы не одиноки. Бог есть любовь и любит нас всех без исключения. Я знаю, иногда кажется, что нет никого дома, когда мы больше всего в нем нуждаемся, но Он всегда рядом, держит твою руку в своей, говорит тебе, что ты любим Богом и являешься центром Его любви. Вы избраны им как тот, кто будет жить в полноте Его жизни. Вы не одиноки на земле, потому что Иисус Христос избрал вас как своего. Он всегда будет с вами, какими бы одинокими ни казались ваши дни и какой бы пустой ни казалась ваша жизнь сейчас. Он всегда с вами. Он хочет, чтобы вы знали об этом, потому что Он очень любит вас и хочет полностью отдать себя каждому из нас. Мы можем получить от Него только то, что можем отдать сами, но когда мы отдаем Ему себя,
мы открываемся для получения большего, чем мы можем себе представить. Бог не хочет, чтобы кто-то прошел через жизнь, не будучи любимым им. Это было бы оскорблением самых важных отношений во всем мире. Поэтому сейчас я прошу каждого из нас помолиться о тех, кто был обижен нами или другими в последние месяцы. Молитесь за них, чтобы они познали любовь и прощение, чтобы обрели мир внутри себя и познали радость, которая приходит, когда мы полностью отдаем свою жизнь в руки Иисуса Христа. Вы свободный человек и можете делать свой собственный выбор. Я не пытаюсь заставить вас что-либо делать. Но если вы хотите идти по моему пути, я буду любить вас. Напишите «Я люблю тебя», если вы хотите следовать за мной. Я просто пытаюсь дать вам возможность выбора. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я сделаю то, о чем вы меня попросите, не моя воля, чтобы вы умерли, но ваша воля, чтобы вы умерли. Вы были созданы Богом, вы были созданы для того, чтобы жить определенным образом, и я хочу, чтобы вы жили так, как я хочу. Бог создал вас не для того, чтобы вы были роботом. Он создал вас живым, а это значит, что у вас есть свободная воля, то есть вы можете выбирать, делать или не делать то, что Бог не хочет, чтобы мы были роботами, которые беспрекословно выполняют все, что Он нам говорит. Он хочет, чтобы мы верили в Него и доверяли Ему, чтобы Он направлял нас на каждом шагу, чтобы мы не заблудились и не запутались в пути. Я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы и сильны, чтобы у вас были хорошие отношения с друзьями и близкими, чтобы вы чувствовали, что они вас любят и ценят. Вы также должны научиться прощать других, когда они причиняют вам боль, и любить себя больше, чем кого-либо другого в мире. И не забывайте, что в этом огромном мире есть место всему, даже плохому. Иногда мы можем поддаться искушению все исправить и забыть, что есть и другие люди, которые тоже переживают свои трудности. Единственное, о чем я прошу вас, это любить меня и вашу семью. Единственное, о чем я прошу вас, это любить ближнего, как самого себя. Единственное, о чем я прошу вас, это отдавать обществу то, что оно заслуживает. На самом деле Он так щедр на похвалы, что легко упустить скрытую истину. Бог недоволен мной, Он сам сказал: «Я тот, кто создал тебя». Я тот, кто создал все, что есть в твоем разуме, все, что есть в твоем сердце, все, что есть в твоем теле. Все в твоем теле – мое творение. Поскольку я его создал, я могу его сломать. Это еще один способ сказать, что если мы грешим против Божьего закона, то Он может нас уничтожить, но если мы повинуемся Его закону, то Он использует наше послушание, чтобы создать в нас нечто прекрасное и хорошее. Я наблюдал за вашей жизнью и жизнью окружающих вас людей. Я вижу, что вы хороший человек с добрым сердцем, который совершает добрые дела в этом мире. Вы помогали другим людям, хотя это не всегда было легко для вас. Наберите 555 и знайте, что это не всегда будет легко, но знайте, что я всегда буду с вами. Я знаю, что в вашей жизни было много боли и страданий, но я рад, что, когда было трудно, вы обращались к Богу, а не уходили от Него. Даже когда у вас не всегда все получалось,
вы доверяли Богу и полностью следовали Его учению. Вы верили в Его силу, которая поможет и защитит вас в трудную минуту. И именно благодаря этому доверию Он благословил вашу жизнь многими благами, образованием, успешной карьерой, счастьем, здоровьем, любовью родных и близких и даже материальными благами. Я хочу жить в мире, где нет ни радости, ни красоты. Я хочу, чтобы ты был счастлив и радовался жизни. Любите меня всем сердцем, душой и разумом и любите ближнего своего, как самого себя. Слово Божье говорит, что мы должны ставить Бога на первое место в нашей жизни и что Он все поставит под свой контроль. Но когда мы не живем так, то часто понимаем, что внутри нас идет борьба между нашей плотью и нашим духом. Мы знаем, что должны сделать Бога своим приоритетом, но это кажется почти невозможным. Мы слабы, мы грешим против Него и портим Его планы в отношении нас. Так почему же Он должен терпеть нас? Это кажется несправедливым. Но если мы следуем Слову Божьему и делаем его своим приоритетом, то ничто не может помешать нам быть успешными во всех сферах жизни. Я создал вас для определенной цели и сделал вас по своему образу и подобию, чтобы вы могли отражать мой характер и подобие. Я дал вам возможность выбирать между вариантами. Это важное послание. Оно означает, что, когда мы сталкиваемся с выбором, мы можем сделать правильный выбор, если захотим. Мы не беспомощные жертвы обстоятельств или того, что с нами происходит. Мы способны принимать решения и действовать в соответствии с ними. Если мы хотим, чтобы что-то произошло, оно произойдет. Если мы не хотим, чтобы что-то произошло, оно тоже не произойдет. Бог не хочет, чтобы мы были жертвами обстоятельств. Он хочет, чтобы мы могли сами распоряжаться своей жизнью и делать выбор, а не быть под контролем других людей, которые кажутся нам более могущественными, чем мы сами. Он хочет, чтобы мы были свободными агентами, способными делать свой собственный выбор без какого бы то ни было вмешательства извне. Вы не можете сделать это в одиночку. Я хочу, чтобы вы перестали пытаться быть больше, чем вы есть, и начали строить свое будущее вместе со мной. Ты самый важный человек в мире, который я создал и полюбил. Я полюбил вас. Я знаю, что ты дитя Божье, и я люблю тебя. Ты мое дитя, потому что Бог твой Отец. Я здесь для того, чтобы помочь тебе научиться быть похожим на меня. Бог хочет, чтобы мы стали похожими на Него, но мы не можем стать Богом. Мы можем только стать похожими на Него в нашей борьбе за то, чтобы делать все правильно. Мы можем совершать ошибки и не оправдывать Его ожиданий. Однако любовь Бога к нам никогда не меняется, даже если мы не оправдываем Его ожиданий. Становясь похожими на Него, мы узнаем больше о себе и находим способы служить другим лучше, чем если бы мы ничего не делали. Этот процесс – тяжелый труд, но он также приносит удовлетворение и удовольствие. Я знаю, что это может быть трудно услышать. Говорят, что мы сами являемся своими худшими критиками, и если вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь складывается не так, как вам хотелось бы, вам может быть трудно поверить, что у Бога есть что-то хорошее в запасе для вас. Если это так,
то я хочу, чтобы вы знали, что это так. Он хочет помочь вам достичь ваших целей и мечт и хочет, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью и миром. Ваше прошлое не исчезнет и не изменится только потому, что вы взяли на себя обязательства перед собой и Богом. Ваше прошлое всегда будет влиять на то, кем вы являетесь сегодня, но это не значит, что ваше будущее уже написано. Вы все еще можете выбирать, что будет дальше, даже если сейчас все кажется неопределенным или пугающим, доверяя Божьему плану на свою жизнь. А когда вы это сделаете, все изменится. Напечатайте «Аминь» и завершите молитву, отправив ее 5 людям. Аминь, 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 аминь.